Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программы «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссеры Николай Слепцов-Айдын, Мария Новгородова, у микрофона Любовь Петрова. В 2020 году на территории Якутии был образован еще один новый заповедник – государственный природный заповедник «Медвежьи острова». И сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук, начальник отдела науки и сохранения биоразнообразия Национального парка «Ленские столбы» Лариса Васильевна Шелоховская. Здравствуйте, Лариса Васильевна. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Вы во время прямого эфира можете дозвониться в студию и задать интересующие вас вопросы гостю нашей студии Ларисе Васильевне. Вот, Лариса Васильевна, вот скажите, вот в чем цель создания этого заповедника, да, Медвежьи острова? Где он находится и в чем его ценность? Да, наша организация, Государственный природный заповедник Медвежьи острова, относительно новая. Как вы сказали, он был образован в 2020 году. Располагается в Нижнеколымском районе. Его общая площадь 815 тысяч гектар. Вот, состоит из двух кластеров. Это материковый и островной. И любое создание особо охраняемой природной территории федерального значения в российском секторе Арктики, оно имеет очень большую значимость. Я сейчас поясню, почему. Известно, что в настоящее время оказывается очень сильное влияние на арктические экосистемы. Они могут быть природного характера, либо антропогенного. Ну, в частности, наверное, многие слышали про потепление климата. Известно, что арктическая флора и фауна, она очень уязвимая, экосистемы уязвимые. Поэтому, конечно же, создание территории, которая бы имела полный запрет на какую-либо деятельность, где могли бы проводиться исследовательские какие-то работы, такая территория, она очень ценна. В настоящее время, к сожалению, многие эксперты отмечают, что в Арктике идет изменение флоры и фауны, то есть идет замена видов доминантов, доминирующих видов. Кроме того, происходит синантропизация флоры и фауны, то есть многие виды арктические, там, где у нас расположены арктические поселки, все чаще выходят населенным пунктом, там даже иногда остаются. Это происходит и с редчайшим видом мировой фауны белым медведем. Вот. Кроме того, изменяется, к сожалению, с потеплением климата фенология видов, и это отражается на всех уровнях, начиная там от беспозвоночных животных, допустим, если температура океана, температура Восточно-Сибирского моря и моря лаптевых повышается, то, соответственно, как бы там цветение планктона начинается в более ранние сроки. То есть, учитывая, насколько тесно связаны все виды в экосистеме арктической, это может повлиять на любой вид, который там обитает либо произрастает. Кроме того, сейчас отмечается проникновение чужеродных или так называемых инвазивных видов на север. И это происходит не только в Якутии, это происходит и во многих других арктических территориях. Вот. И, к сожалению, некоторые виды, они могут вытеснить те виды, чьи там, пищевые цепи уже там, исторически складывались на протяжении многих столетий либо тысячелетий. Вот, то есть вытеснить их, и, к сожалению, это опять-таки на редкие виды представителей флоры и фауны тоже отрицательно может воздействовать. Вот. Это что касается природных у нас проблем. Вот. Но есть самые более, скорее, я бы сказала, более такие реальные угрозы. Это проблемы антропогенного фактора. Мы знаем, что у нас Арктика богата углеводородным сырьем. В частности, многие территории арктические континентального шельфа. На территории Якутии это у нас там, хребет Ломоносова, поднятие Менделеева. Они входят в перспективные территории для дальнейшего развития промышленности, связанной с добычей углеводородного сырья. Соответственно, там будет развиваться определенная инфраструктура, которая будет разрушать уже имеющиеся экосистемы. Вот, возможно, там образование каких-то вахтовых поселков и прочее. То есть повышение антропогенного воздействия на уже сложившиеся вот эти вот взаимосвязи животных в Арктике. Поэтому, конечно же, сейчас, если говорить о российском секторе Арктики, вот территории, которые вообще не были подвержены воздействию человека, они сохранились на ограниченных количествах.
на ограниченных территориях точнее. Вот, собственно, Медвежьи острова, наш заповедник, он является той территорией, где не было никогда ни населенных пунктов, только на острове Четырехстолбовой действовала полярная станция с 30-х годов по 90-е годы. Вот, и многие там экосистемы, они являются эталонными, нетронутыми человеками. Конечно же, в российских масштабах сохранение таких территорий, оно имеет очень высокую ценность. Вот. Если говорить в целом о якутском секторе Арктики, у нас такие арктические территории, они сохранены на региональном уровне. То есть создаются резерваты регионального уровня, заказники. Но вот заповедник, он имеет наивысший статус охраны. То есть изменить что-то, начать какую-то разработку-то крайне сложно. Вот, собственно, поэтому вот то, что данная территория вошла под защиту, попала вот под защиту на федеральном уровне, это как бы очень такая большая победа природоохранных наших служб. Вот, в настоящее время в Российской Арктике у нас только два заповедника. Это Услинский заповедник, в состав которого еще входит заказник Новосибирские острова, и, собственно, наш заповедник Медвежьи острова, которые затрагивают и архипелаг Медвежьи острова, и часть континентальной материковой части. Ну, именно там вот как раз собираются же, да, белые медведи, скапливаются там. Да, одной из причин создания заповедника стало то, что начиная там с 2006 года там ежегодно на региональном уровне проводился медвежий патруль, который активно поддерживался, Министерством экологии проводился, это раньше Министерство охраны природы называлось, при поддержке ВФ России. Вот, случилось это потому, что там с 2005-2006 года все больше белых медведей стало выходить, стало замечательно на континенте, поэтому стали, конечно же, их как-то учитывать. И в результате этих работ было установлено, что достаточно высокое количество берлог. Вот. Ну, в частности, наши специалисты, которые провели учеты весенние вот в этом году, берлог обнаружили около порядка 20 берлог. Это очень высокая цифра, и, пожалуй, она одна из самых высоких, начиная там от Таймыра, оканчивая островом Врангеля, вот эта территория отрезком. Поэтому это стало одним из обоснований для создания здесь заповедника. Ну, а берлоги медведи создают только тогда, когда они там рожают, да? Да, в отличие от бурых медведей, которые, как мы знаем, залегают в берлоги каждую осень, чтобы переждать неблагоприятный период, белые медведи у нас это хищный, самый крупный хищник Арктики, и он выживает тем, что он питается в полярных льдах. Поэтому было бы нелогичным залегать зимой, когда как раз-таки у тебя доступен твой источник пищи, это в основном там тюлени, может быть, какие-то туши китов, которые выбросила на берег. Они не ложатся спать вообще. Да, они не ложатся, они скитаются по территории, они не приурочены к какой-то определенной территории, а в берлоге залегают лишь беременные самки. И во время залегания самка приносит детенышей, как правило, 2-3 особи. А вот как сейчас устроена работа заповедника? Как его там огораживают, охраняют или что? Заповедник входит в состав Национального парка Ленские столбы. Имеется отдельный штат сотрудников, который расположен в поселке Черский. Там и управление, и также служба охраны. Служба охраны, она несет постоянную вахту, то есть проводит они рейдовые мероприятия, объезды. Был очень хорошо обновлен и создан там у них парк техники, то есть это и треколы, и снегоходы, они имеют возможность в весенний, в летний, в осенний период туда выезжать. И, кстати, это очень такой уникальный момент для России, поскольку архипелаги арктические, они достаточно, в российском секторе Арктики, они достаточно далеко от материка. Это и остров Врангеля, и Новосибирские острова, и прочее, земля Франца Иосифа, Новая земля, Северная земля. А Медвежьи острова, они относительно близко расположены от континента. Кстати, на острове Четырехстолбовой там была полярная станция, которая действовала, как я говорила, с 30-х годов. Да? Очень удобное расположение по погоде, по переменчивости тоже достаточно благополучно. Поэтому наши специалисты и инспекторы, они выезжают туда относительно часто по сравнению с другими федеральными опытно-арктическими. И, собственно, также удобно проводить научные исследования. Нас обязательно сопровождают инспекторы. И работу мы начали с 2020 года. В 2020 году, как был образован заповедник, был проведен первый
авиамониторинг, авиаучет белого медведя. Это осеннее у нас мероприятие. Каждый год с 2021 года, получается, мы сейчас проводим учет родовых берлог. Это наземным транспортом, на снегоходах, на трекалах весной. И летом, в прошлом году, в 2021 году, у нас была комплексная экспедиция биолого-археологическая. Тоже очень интересные находки были найдены. И в этом году было обследование летних островов. Тоже наши инспекторы уезжали с научными сотрудниками. И осенний авиамониторинг, который был проведен в этом году с использованием воздушного судна, это Ми-8 МТВ, это крупный вертолет с запасными баками для топлива, был совершен облет полностью всех островов 6 и континентальной части. Мы своими глазами наблюдали 66 особей, которые, к слову сказать, по шкале упитанности, существующей эта шкала упитанности от 1 до 5 баллов, от 3 до 5 баллов. То есть наши медведи, они очень упитаны, да, и это такой интересный вопрос, который еще предстоит ученым выяснить, почему в летний период, когда льда нету, когда вроде считалось бы доступ к их пище, да, то есть тюлени и прочее ограничены, они буквально 5 баллов. Поэтому тоже достаточно интересный вопрос. Надеюсь, мы сможем разгадать эту тайну наших островов. А какая численность медведей в этих островах, в этом заповеднике? Если говорить в целом о численности белого медведя в мире, надо сказать, что этот вид занесен в международный список охраны природы, в список редких уязвимых видов. Всего в мире насчитывается от 20 до 25 тысяч особей. Выделяют 19 субпопуляций в мире, в зависимости еще от экорегиона, тоже подразделение всего 4 экорегиона. Это то, как в Арктике вообще распределен покров изо льда, потому что медведь, он обитает во льдах. Если говорить о России, у нас выделено 4 субпопуляции. Если идти с запада, то это Баренцево-Морская, потом Карская, Лаптевская в Якутии уже и Чукотско-Аляскинская, эту популяцию мы делим как раз-таки с Чукоткой. Какая именно популяция на наших островах, это еще неизвестно, потому что она на границе. Если мы говорим по литературным данным, да, полностью якутский сектор Арктики относится к лаптевской популяции, это примерно где-то 800-1200 особей. Точная цифра неизвестна, такие плотные учеты никто не проводил. Но между Россией и США было подписано соглашение, где как раз-таки крайняя западная граница Чукотско-Аляскинской популяции проходит по реке Колыма. То есть наши острова, они как раз-таки находятся на этой границе, и предстоит еще выяснить, какая все-таки популяция на наших островах. Но в целом в якутском секторе Арктики считается численность медведей в 1200 особей. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу, а через несколько минут вернемся в студию и продолжим наш разговор. Будет интересно, не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем в прямом эфире программу «Якутск сегодня». И тема сегодняшнего нашего разговора – это государственный природный заповедник Медвежьи острова. Заповедник совсем новый, ему всего 2 года в этом году исполнилось. И сегодня гость нашей студии Лариса Васильевна Шелоховская, кандидат биологических наук, начальник отдела науки и сохранения биоразнообразия Национального парка «Ленские столбы». Что из себя представляет эти острова? Острова, их всего 6. Они входят, получается, в состав архипелага Медвежьи острова. Слышно меня, да? Острова, их всего 6 островов, и прежде всего надо отметить, что от континентальной части действительно есть отличия. В первую очередь надо отметить, что острова, они имеют гранитное происхождение. И даже остров Четырехстолбовой почему имеет такое название? Потому что на острове отмечено было 4 штуки кекур. Кекуры – это такие крупные, как игеляхи. Сейчас осталось их 2,5. Это острова невысокие, высота их примерно 100 метров над уровнем моря. Показано, да? Да. Самый крупный остров – это западный остров Крестовский. Там есть гора Шапка, высота которой чуть меньше 300 метров.
Вот. Ну, в основном климат там арктический, то есть летом, на островах климат помягче, чем на континенте. Летом +3 где-то градуса, зимой -30, но учитывая там влажность и ветер, ощущается гораздо холоднее. Вот. Туманы достаточно часто бывают. Это, в принципе, иногда осложняет работу инспекторов и работу научных сотрудников. Вот. Если говорить о континентальной части, она расположена в междуречии рек Чукотчи и Гальвагам. И также простирается, если говорить от побережья Восточно-Сибирского моря вглубь континента до озера Большое Морское. Вот. Там равнинные тундры, мелкобугорковые, полигональные, имеют очень интересное строение. Вот. Достаточно большое количество озер и рек, и, в принципе, это предопределяет фаунистический состав территории. То есть, например, на континентальной части в основном преобладают птицы водно-болотного комплекса, потому что очень много озер. Вот, ну, вкратце так вот они выглядят. Ну, а флора там какая, фауна? Вот, ну, флора и фауна, она, в принципе, изучалась. В основном мы сейчас как бы работаем по литературным данным. В 2021 году была комплексная археологическая экспедиция. Вот, и в настоящий момент по литературным данным во флоре 166 видов. Из них есть редкие виды. На континенте произрастает радиола розовая. Этот вид занесен в Красную книгу Якутии, России. А в Красной книге Якутии у нас 9 видов редких. Вот. Ну, что касается насекомых, ну, в основном как бы это вот представители такой типичной тундры. Это вот различные кустарники, типа ив, мак альпийский может расти. А вот если говорить об островах, это в основном мхи, лишайники. Вот. Ну и, собственно, насекомые там тоже у нас есть беспозвоночные, если уж говорить о биоразнообразии. Специалисты по литературным данным отмечают около 167 видов. Вот. Ну, в 2021 году тоже у нас энтомолог был в составе вот этой комплексной экспедиции, пополнил фауну на 39 видов островов, потому что на островах ранее фауна насекомых она не изучалась. Вот. И редких видов нету в фауне беспозвоночных, но есть бабочки, что самое интересное, которые являются украшением нашей вот тундры и островов. Это вот, 2 вида. Вот. Что касается птиц, как я уже говорила, представители водно-болотного комплекса, кроме того, надо еще отметить, что на самом деле вот само низовье реки Колымы, эта территория достаточно хорошо изучена. С начала вот прошлого века изучались вообще как бы все орнитологические исследования, специалисты выделяют как бы на 3 этапа. И вот что интересно, вот данную территорию даже изучала экспедиция Руаля Амундсена в начале прошлого столетия. Вот. Отмечаются по литературным данным около 104 видов. Это и залетные, и гнездящиеся птицы. Из них в Красную книгу России занесены 13 видов, в Красную книгу Якутии 21 вид. Вот. И данная территория, она очень ценна. Часть заповедника входит в сеть международных орнитологических территорий, ключевых орнитологических территорий. Это как бы организация международная, в которую входит более 100 организаций, специалистов. Они вот выделяют по всему миру вот эти вот территории. Вот. И, кроме того, входит также в теневой список водно-болотных угодий Рамсарской конвенции. Вот. То есть в международном значении низовья реки Колымы и сами Медвежьи острова имеют очень высокую ценность для охраны редких и исчезающих видов. Учитывая, что в Красную книгу России занесено 13 видов, которые там встречаются по птицам. Вот. Ну, морские и континентальные птицы отличаются. У нас даже есть небольшие колонии, конечно, небольшие, мойвки. Может быть, на фотографии потом вам покажут. Вот здесь отмечено, специалисты наши сфотографировали. Вот. Колонии, конечно, небольшие, тем не менее, это можно считать колонией птиц. Вот. Ну, если говорить о млекопитающих, то тоже здесь можно условно подразделить на тех, кто обитает на континенте, и тех, кто обитает в море, потому что наша территория относится к морским опытам. Вот. Вообще отмечают более 20 видов. Некоторые виды, может быть, на фотографии вам тоже покажут, достаточно необычные. Это росомаха, это фотография с фотоловушки. Вот, 2 вида, вот у нас писец, по-моему, да, в своей летней шубке окраски, тоже фотография с фотоловушки.
Вот. Дикий северный олень у нас тоже заходит. Есть, кстати, на границе с Медвежьими островами родовые общины, которые занимаются выпасом домашнего или оленя, да? Но дикари у нас тоже встречаются. Вот часто становятся объектом вот наших фотоловушек. Вот. Надо сказать, что два вида занесены в Красную книгу России. Это нарвал, один из самых таинственных китов. К сожалению, вообще в Якутии этот вид крайне не изучен. Да? Вы, может быть, видели на фотографиях эти удивительные киты, у которых один зуб в форме рога. Да? Часто с единорогами их сравнивают. Вот. Ну и, конечно же, белый медведь, который занесен в Красную книгу России, список редких видов Международного союза охраны природы и Красную книгу Якутии. Вот. Ну, вообще, как бы тундра, она в основном представлена у нас мелкими млекопитающими. Это грызуны различные, копытные лемминги, полевки различные, вот писец. Вот. Из крупных млекопитающих у нас опять-таки отмечен даже овцебык, которого в рамках программы акклиматизации завозят в Якутии и как бы с одной части Якутии в другую, там, Санабарского района, в Нижнеколымский район и прочее, уже на протяжении нескольких десятилетий. Вот. И вот морские млекопитающие представляют очень большой интерес, к сожалению, они тоже не изучены. У нас, кстати, отмечается как у нас в морской части, как и на прибрежной, даже заходы сивуча. Это вот ушастый тюлень. Вот, он даже был у нас занесен в красную, в новой редакции «Красная книга Якутии». Даже отмечают по литературным данным заходы касаток. Связано это с тем, что период, когда лед отсутствует, он становится дольше, и, собственно, такие виды, как касатки, они могут заходить. Потому что если посмотреть на типичные арктические виды морских млекопитающих, например, дельфинов, да, зубатых китов, это белуха, такой белый кит, и тот же самый нарвал, у них отсутствует дорзальный плавник, то есть спиной это как раз приспособление для того, чтобы его не сломать, если, к примеру, попадешь во льды, да. Вот. Ну, из морских млекопитающих у нас обитает серый кит, это чукотская калифорнийская популяция, и даже гренландский кит тоже заходит сейчас, это у нас, по-моему, беринговая чукотская тоже популяция. Вот. Но самым таким важным видом, пожалуй, у нас будет являться морж, лахтак, это морской заяц, тоже тюлень, грубо говоря, ластоногий, да, согласно старой классификации, их так назовем, и кольчатая нерпа, потому что они являются основным источником пищи для нашего белого медведя. Они обитают на льдах в основном, да, морж, может быть, выходит, лежбище образует, где медведь может охотиться, и для него это является основным источником пищи, потому что эти млекопитающие, они содержат большое количество жира. А жир – это основной источник энергии в Арктике. Я вот, например, для себя с интересом узнала, что белый медведь, оказывается, не охотится, да, не рыбачит и не ест рыбу. Да, он может, конечно, поедать рыбу, потому что бывают периоды, когда медведь голодает. К примеру, в летний период, когда он застревает на континенте, когда льда нету, он пережидает. К сожалению, от голода они могут поедать даже водоросли. То есть все, что содержит какие-то питательные вещества, там, белки и прочее. Вот. Но вообще предпочтение, конечно же, это у него в основном жировая диета, потому что нужно накопить как можно больше жира. И это одна из его адаптаций для обитания в Арктике, потому что жир, как известно, при расщеплении одной молекулы жира выделяется большое количество килокалорий. Это существенно важно, да, когда ты обитаешь при таких низких температурах, там, плаваешь в арктических морях. Вот. Ну и кроме того, да, это запас энергии плюс теплоизоляция. Да, и потом во время беременности, когда она находится в этом, она же не питается. Да, очень важно для самки во время беременности, вот, когда она уже ложится в берлогу, набрать достаточное количество жира. Потому что все время, которое она находится там, она не питается. Ну вот вы как-то упоминали про археологические раскопки. Вот расскажите, пожалуйста, какие там интересные находки эскимосские. Да, в 2021 году, получается, у нас ездили археологи в составе экспедиции. И что интересно, это еще отмечали несколько столетий назад, вот первые люди, которые посещали эти острова. Вообще эти острова, их открыли там в 16-17 веке, промысловики туда еще посещали эти острова. Нашли жилища неоэскимосских и эскимосских культур, которые датируются первым и серединой второго тысячелетия нашей эры.
Вот. Это были, скорее всего, люди, которые занимались китобойным промыслом. Та же самая полярная станция на острове Четырехстолбовой нашла большое количество артефактов. Это и костяные, и каменные орудия, которые использовались этими людьми. И причем вот эти вот орудия, они характерны для тех же культур, которые обитали, проживали в Гренландии и даже в Северной Америке. И вот наши вот Медвежьи острова являются вот крайней их западной границей нахождения. Угу. Вот. Ну и археологи, они нашли у нас 9 жилищ, землянок, они такого полуземляного типа. Но это говорит о том, что, в принципе, с точки зрения археологии, территория, она интересна для дальнейшего изучения. Да. Ну, здесь вот в будущем, если удастся, можно вот, археологию тоже поизучать, возможно, там какое-то новое сделать научное открытие. Вот какие научная работа какая проводится вот на этом острове? Ну, в основном она у нас является сезонной. Как я уже говорила, это обязательно весенний учет берлог. Потом в составе комплексных экспедиций это, конечно же, мониторинг флоры и фауны. То есть это орнитология, беспозвоночные. Вот, не так много у нас исследований по рыбам, но в целом... Мы сейчас прервемся на рекламу, дорогие друзья, и через 2 минуты вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Мы продолжаем в прямом эфире программу «Якутск сегодня». Тема сегодняшнего нашего разговора – это новый государственный заповедник Медвежьи острова. В студии режиссеры Николай Слепцов-Айдын, Мария Новгородова, у микрофона Любовь Петрова и гость нашей студии – кандидат биологических наук, начальник отдела науки и сохранения биоразнообразия Национального парка «Ленские столбы» Лариса Васильевна Шелоховская. Медведи, вот мы говорили сейчас о питании, да? Достаточно им вот этого питания? Ну, если говорить о наших островах, как я говорила, у нас медведи достаточно упитанные. Вот, по специальной шкале там, от 1 до 5 баллов это 5 баллов. Ну вот надо сказать, хотела бы упомянуть про вот этот авиамониторинг, который у нас состоялся в начале ноября. Вот, с нами работал Институт проблем эволюции и экологии имени Северцева. Мы летали на воздушном судне Ми-8 МТВ, где провели авиаобследование и оценили состояние численности популяции вот, как раз-таки медведей на островной континентальной части. Вот, но специалисты нам еще... Одной из задач данной экспедиции еще было это найти самку, на которой мы могли бы надеть ошейник для того, чтобы в будущем проследить ее передвижение, проводить мониторинг ее передвижения. Вот, удалось отловить одну особь. Для таких мероприятий, когда специалисты надевают ошейники на животных, в частности на белых медведей, используют только самок, потому что у самцов у них относительно толстая шея по сравнению с головой, и ошейник слетает, спадает. Вот, поэтому необходимо найти самку. Ее мы нашли на острове Четырехстолбовой. Она была обездвижена. Заранее были соблюдены все процессуальные нормы. Мы получили разрешение от Росприроднадзора, потому что это краснокнижный вид, и необходимо получить соответствующее разрешение. Вот, специалисты отловили, усыпили, точнее, да, используя специальный аппарат, дротик, причем. Усыпили ее, измерили, надели на нее вот этот ошейник. Она была очень упитанная, примерно 5 баллов, причем у нее как бы шея была толще головы даже. Вот, что как бы для самок это, в принципе, такой случай очень редкий. Вот, но удалось установить этот ошейник. Сейчас мы имеем возможность выйти на специальный сайт и проверить, где она находится. Вот, и будет очень интересно посмотреть в следующем году, если самка беременная, когда она выйдет из берлоги, куда она дальше пойдет. То есть будет ли она придерживаться постоянно данного острова, либо она мигрирует на какую-то другую территорию. Вот. Это, к слову, тому, в каком состоянии находятся медведи по питанию в нашем заповеднике. Вот. А в целом, конечно, это одна из угроз исчезновения белого. Почему он вообще редкий? Да? Потому что существует несколько угроз. В частности, первое – это исчезание льда
в Арктике, а известно, что, как я уже говорила, тюлени, они в основном как бы и обитают во льдах. В летний период, когда безледный период, он продолжается в результате высоких температур, медведь может застрять на континенте дольше обычного, и тогда у него может происходить голодание. Конечно, существуют механизмы, которые помогают медведю переждать этот период, он становится более вялым, его метаболизм замедляется, но часто такое может привести к гибели животного. Как в прошлом году до Хандыги почти дошел уже, да, белый медведь? Ну, это не связано с питанием, это точнее как бы такой выдающийся белый медведь, который прошел там вглубь континента порядка там 1000 километров, да, а вот скорее исключение, да. Но это говорит о том, что да, что медведи, они вообще, медведь за сутки он может пройти порядка 100 километров. Скорость его небольшая, 4-5 километров в час. Связано это с тем, что животное, оно очень быстро перегревается. Вот одна из его адаптаций, как бы, чтобы сохранять тепло, поэтому когда быстро двигается, и даже если бегает со скоростью 40 км в час, как правило, медведь быстро перегревается, поэтому медленно ходит. И с виду, как бы, когда смотришь на эти видеозаписи, медведь медленно движется. Вот. Ну вот шел он по континенту, а чем он тогда питался? Чем питался? Ну, медведь долгое время может не питаться, а может выживать за счет тех жировых запасов, которые у него есть в теле, да. Ну, в любом случае, вот проблема, кстати, еще одна, да, почему медведи близко подходят к поселкам. Это из-за локальных помоек. В принципе, медведь, как представителя хищных животных, у него очень остро развито обоняние. То есть он может почуять добычу, может почуять запах чего-то съестного, да, на многие-многие сотни километров. Собственно, я предполагаю, что, скорее всего, да, либо он там не питался, либо питался тем, что мог найти по пути. И это в том числе могут быть любые локальные помойки, созданные человеком. Вот. Но если мы вот вернемся к угрозам белого медведю, надо отметить, что в связи с потеплением климата есть еще одна угроза, которая мало известна. Она, в принципе, касается и вообще многих других млекопитающих животных, которые обитают. Это повышение уровня, повышение температуры океана, в частности. Потепление. Да, это приводит к цветению многих микроорганизмов, которые могут выделять различные вредные вещества, так называемые красные приливы, может быть, слышали, да? Выделяются нейротоксины, в частности, один из подвидов нейротоксина – это сакситоксин, который откладывается беспозвоночных в моллюсках, и птицы, уже поедая их, могут получить отравление, и потом те животные, которые поедают этих птиц, либо удали по цепочке, да, по трофической связи, к сожалению, погибают. Вот, потому что нейротоксин, он действует на мускулатуру, в частности, на дыхательную систему, и животное может, перестает питаться и погибает от истощения. Вот в 2008 году и там на протяжении многих лет отмечалась массовая гибель птиц на Аляске и вот, в регионе, там, где у нас Чукотка. И потом ученые выяснили, что это было связано с тем, что температура океана там повысилась буквально на пол или на 1 градус, и это привело к массовому цветению вот этих вот микроорганизмов, которые выделяли этот нейротоксин. Ну, еще к угрозам можно отнести, это, конечно, загрязнение, например, стойкие органические загрязнители, которые имеют тенденцию накапливаться в жировой ткани, а мы знаем, что в Арктике все жирное, начиная от зоопланктона. Скажу вам, что основным звеном, связующим фитопланктон, это вот первое его цветение, и уже птиц, млекопитающих, являются веслоногие рачки, так называемые копиподы. Интересно, что у него есть так называемый жировой мешок, который может превышать 70% массы его тела. И все животные, рыбы, они питаются вот этими вот рачками. И вот в этой вот жировой ткани имеет тенденцию аккумулироваться стойкие органические загрязнители, которые там попадаются с токами, там, с воздушными массами. Да? Вот. И уже из-за эффекта биоаккумуляции постепенно вот эти вот вредные вещества, они доходят до более высоких по пищевым цепям, до более высокого уровня этой пищевой пирамиды. И в частности, допустим, даже человек, если поедает мясо кита, он может отравиться. Либо в течение многих лет, когда он потребляет это мясо, жир, тоже может получить отравление. То же самое происходит с белым медведем. С белым медведем. И даже отмечаются случаи гормонального сбоя медведей, потому что эти вещества, они еще воздействуют на гормональную природу животного. А вот даже были случаи, допустим, насколько я помню, в литературных данных, были случаи рождения детенышей гермафродитов, либо влияет на поведение, оказывает влияние, животные становятся чересчур агрессивными. И вот многие специалисты связывают как раз-таки с тем, что с загрязнением Арктики происходит воздействие вот на
на живые организмы уже вот на таком молекулярном уровне. А есть такая вообще угроза исчезновения? Ну, как считают специалисты, медведей. Почему вообще белый медведь, он в списке, да, Международного союза охраны природы, то, что в ближайшие десятилетия численность его сократится на 30%. Да, такая угроза есть. И, в частности, она как раз-таки связана с исчезновением льда в морях Северного Ледовитого океана. Вот. Ну, это, пожалуй, да, такая основная угроза, о которой многие говорят. Ну, если говорить о человеке, вот вы здесь упомянули как раз-таки о том, что там медведи выходят к жилищам, да, вот специалисты выделяют новую угрозу. Это неправильный менеджмент или неправильное управление конфликта с белым медведем. Был случай у нас в Алаховском районе, наверное, читали в газетах в Русско-Устье, когда вышел медведь, его застрелили, да, потому что он представлял угрозу для местного населения. Вот, в частности, вот эти медвежьи патрули изначально, они для этого были организованы, чтобы обучить местное население и жителей полярной станции, как себя правильно вести при выходе вот этого хищника. Потому что на самом деле, когда хищник выходит, это грозный хищник, да, многие думают, насколько он опасен для человека. Многие смотрят, думают, какой хорошенький, может, я его подкормлю, да, там, сделаю селфи с ним. На самом деле это мощный хищник, который как бы, он причем еще находится на вершине пищевой пирамиды, и у него нет абсолютно генетически никакого страха к человеку, вообще к чему-либо. Вот, собственно, поэтому как бы такие неумелые действия, да, когда оставляют эти вот локальные помойки, когда животное приходит и начинает питаться, потом уже требовать, да, вот, приводит к неправильному поведению, и, к сожалению, животное погибает. И вообще здесь, как бы, пользуясь случаем, я хотела бы призвать всех людей, которые смотрят наш эфир, вообще ни в коем случае никогда не подкармливайте диких животных. Будь то белый медведь, бурый медведь. Знаете, часто встречается, да, что если вы встретили бурого медведя там, или лисицу ту же самую подкармливаете, знаете, то, что вы подписываете животному смертный приговор. Потому что оно быстро учится, что зачем мне охотиться. Да. Кроме того, наша пища, она содержит большое количество там, не знаю, глутамата натрия, усилителей вкуса. Да? А животные, хищники, они же, у них очень чувствительное обоняние. Для них это там доза, она в несколько раз превышает как бы то, что, как мы чувствуем мы, да. Собственно, они привыкают, и потом в итоге животное, оно погибает. Так, у нас 1,5 минуты осталось. Вот вы сами лично встречались с медведем, с белым? Да, ну во время авиамониторинга по работе действительно впечатление очень мощное в заповеднике. Вот. Ну, вообще, как бы по долгу работы в Якутской Арктике я была на Новосибирских островах практически на всех, кроме Большого и Малого Ляховского. Ну и вообще моя первая встреча, она состоялась давно, в 2010 году. Я тогда после аспирантуры поехала в Норвегию и встретила впервые белого медведя на исследовательском судне. И, видимо, это предопределило мою дальнейшую судьбу и работу. Большое спасибо за интересную информацию. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго. Спасибо за эфир.